Сосногорске с рабочим визитом побывал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Алексей Будкин. В рамках поездки он посетил рыбоводное хозяйство и тепличный комплекс. Еще одним пунктом программы было посещение участка под обустройство приюта для бездомных собак. Напомним, согласно федеральному закону, организация работы с безнадзорными животными происходит по схеме отлов, стерилизация, выпуск. Очень много противников этой программы. Очень много людей, которые мешают отлову, прячут собак. И мы пытаемся донести, что мы не убиваем. Мы делаем отловы под видеонаблюдение. Мы все предоставляем, эти видеоотчеты, как мы ловим и как мы выпускаем, тоже это все под видео. И намного меньше в Сосногорске стало. Но вопрос еще не решен. Если собака больная или агрессивная, ее следует поместить в приют. Муниципалитет выделил под эти цели участок в районе гипсового рудника. Однако его освоение требует больших финансовых вложений. Есть альтернатива – участок в районе Сосногорской ТЭЦ. Там уже имеется некоторая инфраструктура и находится он в отдалении от города. Оба варианта Алексей Будкин обсудил с подрядчиком по отлову и сотрудниками управления ЖКХ. Сейчас безнадзорных собак стерилизуют на территории ветеринарной клиники на улице Октябрьской. Министр оценил условия временного пребывания животных и познакомился с работой подрядчика. Ее результатами он доволен, о чем сообщил на встрече с главой района Сергеем Дегтяренко. Сегодня, к примеру, скажу, республика ловит мало. Отловлено всего 660 бездомных собак. Из них только наших 240. 240 ваших. Больше трети собак, выловленных в республике, выловлены здесь. Алексей Будкин пригласил муниципалитет поделиться положительным опытом на одном из заседаний правительства республики. Что касается участка под строительство приюта, более пригодным для этих целей сочли вариант в районе ТЭЦ, однако необходимо уладить ряд юридических вопросов. Переговоры, которые я сейчас провел по этому вопросу с главой района, с руководителем администрации, они говорят о том, что руководство знает, как эту проблему решить. Оно поддерживает выделение специализированных, очень удачных и удобных площадок, готово выделить муниципальное имущество для теплых боксов, для содержания этих животных, и берет на себя определенные устраивающие всех сроки по организации этой работы. Я думаю, что результаты являются положительными. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В актовом зале Центральной районной больницы прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Сосногорские медики получили муниципальные и региональные награды. Виновников торжества поздравил глава района Сергей Дегтяренко. Я искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. По зову сердца вы связали свою жизнь с самой почетной и благородной миссией в мире. Каждый день вы совершаете подвиг, который заслуживает уважения. Охраняете здоровье и жизнь наших жителей. Порой вы совершаете невозможное, проявляя при этом сострадание, заботу и особое внимание пациентов. Последние 2 года сосногорские медики вместе с коллегами по всему миру противостояли пандемии коронавирусной инфекции. Все задачи были выполнены, отметила заведующая отделением по реализации программ развития здравоохранения Алла Федосенко. Однако теперь перед медиками стоят новые вызовы. Никто не сломался, никто не сбежал, никто не прикрывался и выполняли всю нагрузку, которая была на нас. Особенное спасибо, конечно, скорой помощи, поэтому вот эти благодарственные письма, это как бы задаток того, что они выдержали за эти 2 года и в надежде на то, что они понимают, за что и как нужно работать. В этом году сосногорские врачи подошли к организации торжественного мероприятия оригинально. Несмотря на занятость, виновники торжества собственными силами подготовили праздничный концерт, наполнив его веселыми номерами на профессиональные темы. Какое самочувствие у присутствующих пациентов? Динамика положительная. А температурный режим? Удовлетворительный. Давление у присутствующих? В норме. Сердцебиение? Учащенное, радостное. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.
Жители Сосногорска присоединились к республиканской экологической акции «Речная лента». Цель мероприятия – очистить от мусора берега водных объектов. В рядах экоактивистов представители различных профессий, общественных организаций, депутаты советов. Ежегодно мы такую акцию проводим. Называется она «Речная лента». Партия «Единая Россия» всегда принимает в этом участие. Вообще-то здорово, когда вот мы здесь все вместе, членами партии, собираемся и наводим порядок. Надо, наверное, побольше нам таких людей, сторонников. Да и вообще, вот люди сейчас вот проходят, все говорят, как это здорово, да, молодцы, что убираемся. Ну, пусть побольше просто к нам такие люди присоединяются, также принимают участие в этой акции. Акция охватывает весь район. В первую очередь работа идет в общественных местах. Например, порядок навели на дороге между 6-м микрорайоном и Сосновкой. Кстати, именно эта территория была выбрана горожанами для благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. А вот это место, оно тоже общественно значимое, да, и я думаю, что сотни людей, которые ходят здесь каждый день и видят вот этот весь беспорядок, скажем так, политкорректно, да, они, конечно, испытывают не самые приятные чувства. Поэтому это повод, вот то, что территория победила в рамках вот этого проекта по благоустройству, по созданию комфортной среды, это повод дополнительный для того, чтобы обратить внимание на эту территорию уже сейчас, да, пусть небольшой какой-то внести вклад в наведение порядка здесь, потому что я думаю, что даже вот люди, которые проходят мимо и которые видят все это, во-первых, мы уже видим, слышим слова одобрения. Мусора удалось собрать немало. Как признаются участники акции, среди находок были и неожиданные. Вот людям не лень было тащить сюда холодильник. Кошмар. Самое главное же умудрились под мостик утащить. А сотрудники водоканала прибирались на карьере в районе первых дач. Летом здесь много отдыхающих. Вот только увозить с собой мусор хотят далеко не все. Сейчас наступает прекрасная летняя пора, когда все жители города Сосногорска выезжают на отдых, организовывают семейный досуг. И от имени предприятия мы бы хотели призвать жителей города Сосногорска к сознательности и ответственности за свой отдых. Собирать за собой бутылки, бумажки, упаковки, влажные салфетки и другие отходы жизнедеятельности и вывозить их на специализированные площадки, мусорные контейнеры в городе. Бутылки, пластик, следы от костров. Для некоторых любителей съездить на шашлыки желание поесть мясо на природе неразрывно связано с тягой превратить эту же природу в свалку. За время уборки сотрудники водоканала собрали на карьере 14 мусорных мешков, по 240 литров каждый. Принимать участие в таких мероприятиях очень важно для поддержания чистоты на территориях водных объектов, а также желательно вести себя достойно и не бросать лишний мусор. Стоит отметить, что накануне сосногорцы приняли участие в общерайонном субботнике. С конца апреля к уборке мусора присоединились более 500 жителей муниципалитета. В рамках субботника приняли участие предприятия, организации, все бюджетные организации, организации ритуальных услуг, общественные организации, политические партии, гаражные кооперативы, жители города Сосногорска и жители населенных пунктов. В рамках субботника было вывезено больше 330 кубических метров мусора. Не все торговые предприятия приняли участие в субботнике, хотя были извещены и приглашались. Акция «Речная лента» будет проводиться во всех районах республики до 30 сентября. В конце года подведут итоги и наградят лучшие муниципалитеты. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск.